формирование диалектов осетинского языка – это результат трехвекового раздельного, изолированного проживания разных частей осетинского народа в разных ущельях Центрального Кавказа и испытавших влияние разных контактных языков. На западную группу осетинского народа, то есть на тех, которые жили в Дегорском ущелье, большее влияние и в этот, и в последующие периоды, то есть 18-19 века, оказали адыгские и тюркские языки, то есть языки балкарцев и кабардинцев, с которыми они контактировали и жили бок о бок. На южных осетин, то есть живших за перевалом, большее влияние оказывали картвельские народы, проживающие на границах этого ареала. На восточных алан, осетин этого периода большее влияние оказывали вайнахские языки. Таким образом, сложилось диалектное различие в нашем языке. Новый этап в развитии и осетинского народа, и осетинского языка начался с периода установления контактов с Российской империей. И после вхождения Осетии в состав России начался новый процесс возрождения и осетинского народа, и осетинского языка. Осетины получили возможность переселения на равнинные земли, которые были намного плодороднее, чем горные склоны. Осетинский язык стал постепенно входить в разные сферы жизнедеятельности. Его начали использовать в качестве языка обучения уже в первой осетинской школе, которая была создана российской администрацией в середине XVIII века. Уже в конце XVIII века появилась первая печатная книга с использованием осетинского языка. Это катехизис, который был переведен с церковнославянского на осетинский язык. В начале XIX века Иоанн Гелгузидзе создал первые учебники осетинского языка, перевел целый ряд богослужебных работ на осетинский язык. Однако самую выдающуюся роль в развитии и, скажем, модернизации осетинского языка сыграл академик Санкт-Петербургской академии, Императорской академии наук Андрей Михайлович Шогрен. Сам он был, скажем так, финский швед, который первую половину своей научной карьеры связал как раз с исследованием финских языков. Но приехав в Осетию в 1836 году, он занялся глубоким изучением и подлинно научным исследованием осетинского языка. И в 1848 году издал фундаментальную осетинскую грамматику с приложенным русско-осетинским словарем. Это был настолько неординарный труд, настолько фундаментальный и всесторонний, что именно за эту работу Андрей Михайлович Шогрен получил и статус академика Российской академии наук, и премию Французской академии наук имени Вольнея, орден шведского короля за выдающиеся достижения в области филологии и лингвистики. В городе Владикавказе сейчас есть улица, которая носит его имя академика Шогрена. Таким образом, осетинский народ отдает дань уважения тому вкладу и той роли, которую сыграл Шогрен в, скажем так, возвращении осетинского народа к современности, к современной цивилизации. Он создал тот осетинский алфавит, который после определенных дополнений, изменений существует на сегодняшний день. Он заложил основы осетинской графики, осетинского письма.
Он впервые подробно описал грамматическую структуру осетинского языка. Но не только в написании и издании этой грамматики его заслуга. Он и в последующие годы активно интересовался осетинскими делами, оказывал содействие многим сподвижникам, многим просветителям, в том числе и религиозным, которые занимались в этот период переводами на осетинский язык, ну, в частности, богослужебных книг, того же Псалтыря. И он был он был редактором и в какой-то степени критиком этих изданий. Значительную роль в развитии осетинского языка сыграл в середине XIX века епископ Владикавказский Иосиф Чепеговский, который тоже сделал значительную работу для того, чтобы обеспечить, скажем, учебно-методическую базу для преподавания, для обучения осетинскому языку, для составления словарей осетинского языка. Ну и, конечно, трудно переоценить ту роль и то значение, которое имеет для дальнейшего развития осетиноведения в целом, не только осетинского языка, но и истории, этнографии. Академик Российской академии наук Миллер, который побывал в Осетии в 70-е годы XIX века и написал многотомный труд, который называется «Осетинские этюды». Отдельные части этой работы Миллера посвящены новому, еще более подробному, еще более скрупулезному и академическому описанию структуры осетинского языка, нартовского эпоса, истории осетинского народа. Думаю, что не будь этого фундамента, Василию Ивановичу Абаеву, с именем которого связан следующий этап развития осетиноведения, было бы невозможно сделать то, что сделал Василий Иванович. Выдающийся труд Абаева – это историко-этимологический словарь осетинского языка, который имеет колоссальное значение не только для восстановления, для реконструкции истории осетинского языка, осетинского народа, но его используют для глубоких научных исследований в области тюркологии, в области финно-угроведения, славистики и в целом индоевропейского языкознания. Осетинский язык получил самый мощный импульс к развитию и действительно очень активно развивался в период, начиная с 20-х годов 20 века до 60-х, 70-х. Дело в том, что в этот период проводилась соответствующая государственная языковая политика в Советском Союзе. В этот период были созданы большое количество школ с обучением на осетинском языке. И вплоть до 7 класса все обучение всем предметам шло на осетинском языке. Осетинский язык активно изучался в качестве учебного предмета. Были подготовлены десятки словарей осетинского языка, в том числе и терминологические, отраслевые, по разным направлениям науки и жизнедеятельности. Даже в какой-то мере осетинский язык был включен в 20-е годы в делопроизводство в муниципальных органах власти. Научные исследования, научная школа осетиноведения в этот период очень активно развивалась, и мы знаем десятки имен ученых, которые занимались исследованиями осетинского языка в этот период, как в Осетии, так и в Ленинграде, в Москве, в зарубежных странах. Осетинский язык в эти годы вошел в сферу театрального искусства. В 1935 году был создан Осетинский театр. Это дало мощный толчок к развитию осетинского языка. Осетинская литература – это был период наиболее активного развития осетинской литературы. И мы можем перечислить десятки талантливых
произведений, сотни талантливых произведений, десятков осетинских писателей и поэтов, которые творили в этот период. Таким образом, за всю 2000-летнюю историю существования осетинского языка, я думаю, что вот эти полвека, даже 40 лет, с 20 по 60-е годы, это был период наиболее активного и созидательного развития осетинского языка. К сожалению, этот процесс был остановлен. Именно был остановлен, то есть я использую активную форму внешнего воздействия. Дело в том, что в конце 50-х годов резко, диаметрально противоположно изменилась государственная политика в отношении национально-культурного развития народов Советского Союза. Была принята доктрина о формировании новой исторической общности советского народа. Эта доктрина предполагала следующий подход. Постепенное искоренение национальных языков и культур народов страны и их замещение языков русским языком, а национальных культур идеологическим заменителем, эрзацем, который назывался «Моральный кодекс строителя коммунизма». Это была идеологическая культура, под которую предполагалось унифицировать все народы Советского Союза. Для того, чтобы реализовать эту задачу, с начала 60-х годов во всех национальных республиках, особенно Российской Федерации, была проведена работа, которая привела к тому, что в Осетии, как и в других республиках, осетинский язык был в школах переведен в статус факультатива. Средства массовой информации и идеологическая машина работали на то, чтобы проповедовать мысль о том, что родной язык мы можем выучить дома, наша главная задача — хорошо усвоить русский, который нам нужен для того, чтобы потом быть конкурентоспособными в высшем образовании и в социальной жизнедеятельности в целом. Не прошло и 2 лет, как в Северной Осетии перестали изучать осетинский язык абсолютное большинство учащихся. Еще через несколько лет, это нельзя было сделать так же быстро, поскольку это было более затруднительно, но еще через несколько лет были закрыты школы с осетинским языком обучения. Таким образом, к концу 60-х годов осетинский язык был практически выведен из сферы образования. Это привело к тому, что к 90-м годам престиж осетинского языка в обществе упал катастрофически. Говорить на осетинском языке в тот период в обществе было стыдно. Это было признаком некой необразованности и неграмотности. Выведение осетинского языка из сферы образования ударило автоматически по всем остальным сферам. Падение уровня владения осетинским литературным языком. Да, в селах продолжали в быту говорить на осетинском языке, но это был бытовой осетинский язык. Литературный язык перестал развиваться, и количество носителей литературного языка стремительно сокращалось. Все это в совокупности привело к тому, что произошел массовый отток желающих заниматься творчеством на осетинском языке. Количество писателей, пишущих на осетинском языке, резко сократилось. Сегодня мы имеем острейший кризис в осетинской литературе. Это связано с тем, что остались несколько, я бы сказал, вот именно несколько талантливых человек, продолжающих писать на осетинском языке на сегодняшний день. Я не говорю даже несколько десятков. Я говорю несколько человек, которые продолжают писать на осетинском языке. За эти полвека, которые прошли с
60-х годов количество носителей осетинского языка радикально сократилось, особенно в городах. Но, как известно, во Владикавказе живет практически половина осетинского населения республики. И если до недавнего времени мы тешили себя мыслью о том, что бастионом осетинского языка продолжают оставаться осетинские села, к сожалению, этот бастион тоже уже начинает падать. Число детей, приходящих в детские сады в селах нашей республики и говорящих на родном языке, начинает стремительно сокращаться. Почему? Потому что родители предпочитают дома с детьми говорить не на осетинском, а на русском языке. Они полагают, что делают благое для них дело, быстрее их вовлекая в круг русского языка и готовя их таким образом к русской школе и русскоязычной деятельности в жизни. Поэтому все утверждения и надежды на то, что осетинский язык надо спасать не на уровне государства, не на уровне государственных институтов образования, культуры и так далее, а в семье, они утопичны и опасны. Опасны, потому что утопичны. Они не могут дать результата. Не могут научить детей, ныне растущих в осетинских семьях, родители, которые сами уже не говорят на осетинском языке, которые сами уже даже не понимают некоторые осетинского языка. А таковых очень много, особенно в городе, в городах. Не могут научить литературному языку, который нужен для того, чтобы из этих детей выросли новые поколения писателей, поэтов, драматургов, артистов, корреспондентов, журналистов. Не могут такому осетинскому языку научить в семье. А если язык не будет использоваться в обществе, а будет использоваться только в семье, то он точно и очень скоро умрет. Обеспечить жизнь и развитие языка может только широкое общественное функционирование. И надо возвращать осетинский язык в первую очередь в сферу образования, что даст основу, базу для того, чтобы осетинский язык оттуда, из сферы образования, распространился и на другие социальные сферы, а в некоторых случаях вернулся в семью. То, что сейчас происходит в сфере языковой, национально-культурной и образовательно-языковой политики в Российской Федерации, в связи с принятием пресловутого закона об изменениях и дополнениях в Федеральный закон об образовании, является очень острым и очень ощутимым ударом по будущему родных языков народов Российской Федерации. Вновь вводится принцип выбора родного языка. Это означает, что в современных образовательных и социальных условиях, например, осетин, родителей, ставят перед выбором, какой язык родной для твоего ребенка. То есть какой язык он будет изучать в школе в рамках предмета родной язык. Если ты выберешь осетинский, он будет изучать осетинский язык, но правда при этом там будет всего 1 или 2 часа по новым планам. К сожалению, есть опасность того, что родители будут исходить не из стратегических, не из исторических каких-то соображений, а из соображений чисто прагматических, бытовых. Родители не понимают, многие, один простой факт. Не зная родного языка, их ребенок не сможет усвоить родную культуру. На русском языке осетинскую культуру усвоить невозможно. Сам язык несет эту культуру, сам язык является частью этой культуры.
Но не усвоив родной язык и не проникнув в глубины родной культуры, ты не становишься частью этого народа. Для того, чтобы быть частью этого народа, ты должен говорить на этом языке и, соответственно, как следствие, понимать, чувствовать, быть носителем культуры этого народа. Не впитав культуру данного народа, ты не являешься представителем этого народа. Ты являешься потомком этого народа, но не представителем этого народа. Вот меня часто укоряют в том, что я категоричен в этом высказывании. Я уверен в том, что я прав, поэтому я его повторю. Я уверен, что осетин, не владеющий осетинским языком и не понимающий, не впитавший осетинскую культуру, осетином не является. Он может быть замечательным человеком. Я совершенно не ставлю это под сомнение. Просто он при этом не является осетином. Он является осетином по крови, потому что у него папа, мама, бабушка, дедушка и так далее были осетинами. Он является осетином по крови, но он не является осетином по культуре. Кем он является в этом мире? Вот вопрос, на который надо ответить каждому. Если, значит, родителей устраивает ситуация, в которой в будущей жизни его ребенка он будет испытывать комплексы маргинала, маргинал – это личность, зависшая между разными культурными системами, между разными народами. То есть не относящийся ни к той, ни к другой. Человек не владеет осетинским языком, не понимает, не впитал осетинскую культуру. Он не может быть реально осетином. Номинально да, реально нет. Он прекрасно говорит на русском языке, но становится ли он от этого русским? Он от этого русским тоже не становится. А кто тогда в этом мире? Эта мысль некоторым слушателям, зрителям кажется иногда слишком острой и некоторыми воспринимается как неправильная. Я ее повторяю вновь и вновь, потому что считаю правильной и научно обоснованной, что изолируя или не создавая условий для того, чтобы ребенок усвоил язык своей нации и культуру своей нации, родители обрекают его в будущем на массу негативных комплексов, связанных с этим маргинальным психологическим, культурным положением. Часто приводят контраргумент. Ну а что, вот Гайто Газданов, например, он не знал осетинского языка, осетинской культуры, и что вот он стал выдающимся писателем. Правильно. Правильно. И это абсолютно, этот пример абсолютно не противоречит тому, что я говорю. Дело в том, что Гайто Газданов был осетином по крови, но он не был осетином по культуре. Он был русским по культуре, русским по духу и по менталитету. Он родился в Санкт-Петербурге, да, в осетинской семье, но он вырос в русском культурном окружении. Он был носителем русского языка и русской культуры. Он был русским интеллигентом и выдающимся русским писателем он стал. Таким образом, маргинальности можно избежать в том случае, когда ребенок вырастает в цельной инокультурной среде, русской. Дети, родившиеся в Париже у осетинских родителей, могут вырасти культурными личностями, принадлежащими к французской культуре, стать французами по культуре, по менталитету. Но дети, вырастающие вот здесь, в Осетии, они вырастают в поlikультурном пространстве. Здесь культура и осетинская, и русская, и грузинская, и армянская, и ингушская, и кумыкская, и так далее.
Так носителем какой культуры, представителем какой культуры, какого этноса он здесь вырастет, не зная родного языка и культуры? Это серьезная проблема, над которой надо, чтобы наши родители думали. Я благодарю вас за внимание и очень хочу, чтобы и вы, и наши телезрители приняли во внимание все те мысли, которые я высказал в конце нашего общения, и принял для себя взвешенное и ответственное решение, какую позицию каждый из вас займет относительно родного языка, осетинской культуры, и как вы поставите этот вопрос, и как вы будете решать этот вопрос в будущем, в своих семьях, в отношениях с вашими детьми, в отношениях с вашими согражданами. Я надеюсь, что решение это будет правильным, и именно тогда у осетинского языка появится не только богатое прошлое, не только красивое настоящее, но и достойное будущее. Спасибо.